Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпку на песке на такую тему. Кто не может тебя забыть? Кто не может выкинуть тебя из своей головы? Если вам тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, ни о ком другом думать не надо. Песочек все покажет сам. Итак, мои хорошие, настраивайтесь и давайте вместе посмотрим, кто не может вас забыть, кто постоянно о вас думает, кто не может выкинуть вас из своей головы. Настройтесь на себя, задайте вопрос от своего имени. Я же попрошу высшие силы, дайте мне возможность. Откройте самую важную, нужную и полезную информацию. Дайте силы ответить на все вопросы. Здесь два человека. Два человека думают о вас. У кого-то отыграется, что два человека, а у кого-то отыграется один, у кого-то другой. Но два образа вышло. Один 100% женат, в семье живет. Семья, жена, четверка, видите? Один 100% не свободен. Зонтики, слон. Так, мои хорошие девушки, женщины, кто зашел на эту отсыпочку? Смотрите, отсыпка по поводу личной жизни, но здесь у вас послание, скорее всего, на вопросы, которые вас беспокоят. Видите, зонт огромный, и еще зонт маленький, и также слон, который хобот поднимает. То есть вы то, что ищете, то найдете. Кто-то ищет защиту, либо нуждается в том, чтобы кто-то за вас заступился, защитил, оказал вам покровительство. А кто-то, помимо всего прочего, еще и в деньгах нуждается. Ваш слон поднимет голову, поднимет хобот, вернее, даже не голову, а хобот. И помимо маленького зонтика над вами еще огромный зонт откроется. То есть защита в двойном размере, защита двух людей. Защитят вас и по местному, и в общем защитят. То есть вы под зонтиками будете ходить. Так что не переживайте. Но по поводу денег ваш слон обязательно поднимет хобот. Деньги появятся. Без денег вы не останетесь. Либо финансовая проблема ваша будет решена. Итак, теперь приходим к мужчинам. Смотрите, у одного мужчины четверка, женат, семья, а у второго, видите, единица. Это прям топчик. Мужчина эгоист, мужчина в себя влюбленный, мужчина золотко, мужчина солнышко, очень себя любит, собой дорожит и себя вот как писаную торбу несет, понимаете? Вот, смотрите, какой я, любит, чтобы на него внимание обращали, видный, яркий и стремится к тому, чтобы везде и во всем быть номером один. Ни с кем не считается, ни под кого не подстраивается. Вот я хочу, мне надо, а вы вот как хотите. Да? Мужчина, который вообще не реагирует, либо равнодушен к потребностям других людей. Эгоист высшего разряда. Да? Скорее всего, у него медалька за эгоизм есть, как открытие года, эгоист года. Да? И каждый год он, значит, выигрывает эту премию. Не могу сказать, что почетную, но выигрывает, потому что прям единицу показали. Мужчина, которому вы то ли отказали из-за его этой эгоистичности, то ли вы с ним были в отношениях и на дверь ему указали. Ну, типа, зачем вам такой, да? Вы хотите нормальные, теплые взаимоотношения, партнерские отношения, а не холить или лелеять это золотко, да? А он ведь требовал, он такой, я самый главный, да? И все должно быть по-моему. И вы так, это пошел вон, да? И выкинули его. Очень похоже, что вы ему дали отворот-поворот. И очень похоже, что это произошло либо недавно,
либо память прямо она свежа, да, по крайней мере у него точно. Он на вас очень обиделся, разозлился, ножками топал, кулачками стучал, обиделся, такой: да как так, я такой, меня все хотят, меня все любят, да я же мужик, вот как на вес золота, такой я мужик, а она... Ах, не оценила, ах, такая-сякая. Тут больше, знаете, как вот эмоции негативного характера, но при этом вы его задели. Задели так сильно и так глубоко, как он не ожидал и вообще не думал, что с ним такое может приключиться. Он пытается о вас не думать, он пытается фокусироваться на чем-то, либо он пытается там с другими женщинами иметь отношения, а вот не может, понимаете, весь мир, весь свет стал немил. Раньше деньги любила, сейчас вот о деньгах даже не думает, о вас думает. Раньше любил женское общество, а сейчас ему это неинтересно, потому что о вас всегда думает. Раньше он стремился там к тому, чтобы действительно таким звездным мужиком стать, а теперь вообще неинтересно, да, вот все о вас думает. И думает, что вот вы его обидели, что вы так несправедливо с ним поступили, что вы растоптали его, не знаю, щедрость по отношению к вам, что вот, дескать, вы должны были там ниц упасть, в ножки поклониться, что он вас выбрал. Для других женщин, да, а он выбрал вас, значит, он вам честь оказал, это особая привилегия. А вы его, значит, ссаной тряпкой, да, либо там чем-то, дубиной приложили, послали. Затаил на вас. Но это даже не злость, а скорее как возмущение, претензии, да, по отношению к вам. И вот никак не может об этом не думать. Прям задело, прям прищемила, да, его достоинство, его этот эгоизм, да, под сомнение поставила. Как так, да, что ты о себе возомнила? Ты кто, да, ты что, корону носишь? Да как ты могла? Боже, я такой мужчина, на расхват, а ты вот, вот я тебе еще докажу, вот я тебе еще покажу. Ну и думает о вас, девочки, думает постоянно и не замечает, как он влюбляется. Влюбляется в вас, буквально он постоянно вот на каких-то диалогах с вами. Скорее, это, конечно, монолог, но он вас представляет, а может быть, есть фотография, а может быть, он имеет доступ к вашим социальным сетям, и вот он прям высказывает вам там куча слов, куча претензий, чуть ли не плачет, понимаете, губка трясется, ручки трясутся, да, вот все высказывает вам. Вот мне идет, что он в вас влюбляется. И благодаря этой влюбленности начинает меняться. Всегда он раньше думал только лишь о себе, понимаете, вот никто не интересовал, он думал только сам о себе и о своих желаниях, и о своих интересах. А теперь он постоянно думает о вас. Вы представляете, что для него это? Это какая-то перезагрузка космического характера. Это ж насколько его трухануло, что он себя переключился на вас. Да. И он с вашим именем, буквально засыпает и с вашим именем встает, понимаете? Вот постоянно, вот я тебе покажу, вот я тебе докажу, ай-яй-яй, меня обидела, да, вот постоянно об этом говорит. Видите, сколько эмоций, как фонтан целый, фонтан эмоций в вашу сторону. Да, ваш образ из головы у него не выходит. Постоянно думает, постоянно монологи, диалоги, постоянно вот это вот, знаете, крутится, как пластинка, которая заела, зацепила, задела, я бы даже сказала, загорпунила. Я не знаю, поздравлять вас, либо посочувствовать вам. Но вот вышло то, что вышло. Он в вас влюбляется. Хотите вы того или нет, но он в вас влюбляется. И меняется. И меняется. Это неплохо. Меняться — это неплохо. Может быть, вы по судьбе встретились, чтобы вы с него вот эту спесь сбили, да, чтобы не был таким я, единичка, да, чтобы не был таким. Возможно, да, благодаря вам он человеком должен стать нормальным, адекватным, полноценным. Возможно, через месяц вы встретитесь, вы его не узнаете. Он станет добрым, ласковым, отзывчивым, да, эмпатичным станет, а не таким эгоистом, как сейчас. Да, что-то тут не просто так. Но вы сильная женщина, у вас характер сильный, и вы за словом в карман не полезете. И опять же, вы не терпила, терпеть вы не будете.
эгоистов вы на дух не переносите, скорее всего, вы ему там крепко сказали, что так его сильно задели. Так, ну и второй мужчина. Второй мужчина у нас по четверке. Женатый мужчина. Он в семье, как я уже говорила. Причем я не могу сказать, что он плохой семьянин, он хороший семьянин. Если есть дети, так он с ними время проводит, и там и покормить, и погулять, и там, не знаю, помыть. К жене хорошо относится, подарки дарит, да, время с ней проводит, там, чем-то ей помогает. Но несмотря на вот эту идеальную картинку, он именно к вам испытывает какую-то безумную жгучую страсть. Безумную. Вот такая страсть, которая как наваждение, которая просто выжигает сердце, лишает его контроля над собой. И когда вы рядом, у него ощущение вот полного тумана. Либо состояние как будто бы под чем-то, да? Под чем-то таким, что изменяет сознание человека. Ну, в общем, не буду произносить вслух, но вы поняли, да, под чем. Он вот как будто бы как в другое измерение переходит, да, когда вы рядом. А рядом вы часто бываете. То ли вы вместе работаете, то ли, может быть, это муж там вашей подруги, а вы там по соседству живете. То ли этот мужчина ваш сосед, да, то ли коллега этот мужчина. Но вот есть такое, что вы встречаетесь часто. И он прям млеет. Рядом с вами стоит и просто млеет. Может быть, у вас даже с этим мужчиной был роман. Вполне возможно, да, там служебный, например, роман. Ну, все взрослые люди, это жизнь, ничего тут криминального нет. Опять же, ничего на пустом месте не возникает. Если роман случился, значит, так было нужно. Вот, может быть, вы потом узнали там, по прошествии времени, что он женат. И, например, ему сказали: все, дружочек, выбирай, да, я не буду тайной женщиной, да, это не мое амплуа. Вообще я это как актриса первого плана, или как правильно называется, главная героиня, да. Тайной женщиной я точно не буду. Но если была связь, то, девочки, вы такое с ним сделали, что он даже в фильмах для взрослых не видел. Те ощущения, которые он испытал, они прям укоренились в нем. Понимаете, как сказать, вы ему показали небо в алмазах. Ни с одной другой женщиной, уж тем более там, с женой, у него никогда такого не было. Да, может, для него это был всего лишь как физический акт. То, что было с вами, между вами, это просто какой-то космос. Он даже об этом, если там думает, вспоминает, то у него сразу все там готово. Вот. Взрослые люди, поэтому говорю как есть. Ну да, он женат. Жена хорошая, не могу сказать, что она плохая. Отношения у них более-менее стабильные. И, в принципе, нет повода, либо нет причины для того, чтобы семью разрушить. Понимаете? Нет повода, нет причины. Но если вы его вот так пальцем поманите, девчонки, все, его уже ничего не остановит. Он ракетой примчится к вам, и им будет все равно там жена, родственники, осуждения, дети, чего там, имущество, вообще все равно будет. Насколько он вас желает, настолько он вас возжелал. Я не исключаю, что этот мужчина вас любит, но песок прям в сегодняшнем моменте выразил именно тот костер, который пылает у него в груди. Костер страсти, понимаете, костер страсти. С такой страстью, конечно, может быть любовь, да. Скорее всего, и любовь есть, да, просто вот показали именно вот страсть. Страсть, может, сейчас он сидит, вас представляет, да, непотребством занимается и вас представляет. Понимаете, может быть, вот поймали мы его в такой момент. Но чтобы обладать вами, либо ради того, чтобы обладать вами, этот мужчина, ну, буквально, вот, я не знаю, маму родную отдаст. Не буду говорить продаст, отдаст, скорее всего. Вот настолько, девочки, настолько, до дрожи, до слез, до каких-то безумных состояний, до там температуры там 40 и больше. Вот до столько он вас хочет. На что угодно готов пойти, лишь бы вами обладать. И знаете, что еще интересное? Вот эта страсть, этот костер, вот он огромный, он все ярче и ярче. И он уже практически эту четверочку, ну, сжег.
Да, вот 4 буквально наполовину в этом костре. Да, может быть, поначалу он этого боялся, и он такой думал, ну как так, у меня же жена, дети, у нас хорошие отношения, у нас там показательная семья. Но эмоции все приходили и приходили, желания все накапливались и накапливались. И мужчина такой, да к черту, да, эту всю семью, я ее хочу, она мне нужна, да, вот готовы заплакать, сидеть и плакать, как сильно он вас хочет. Хорошо это или плохо, не мне судить. Тем более я всего лишь тут передаю вам информацию. Считайте, что я переводчик с языка песка на язык людей. Но вот что есть, то есть. У нас был вопрос, кто постоянно о вас думает, кто не может выбросить вас из своей головы. И вот такой вот ответик пришел. И ответик, и приветик, да, сразу от 2 мужчин. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.